Байрают эфир Арвайдан. Нанок фембалтан тынгах шишгону. Аватсагана моя кушут, абонна вашта, что сагатыр, что на пацахадон национ. Шуантаким новый эстрадон оркестр. Ша айвадон ражамонак, кабойта Николай. Николаен жену Ирона зуран айвадат хай. Умагашка зурзышта мурашагау. Амаваж рагасау куран хатар. Сомма самбакашау. Асы оркестр Ирон хажнатам кайхава улды жардык ничиканы. Фаланафанды уаттар Николай Ман хашканын хаштаг-раштаг София Пустыштам, ама сами бажонга узыштам, осы армаджиты хай. Сом. Мы вам очень рады, добро пожаловать. И если возможно, мы вас тоже искренне приветствуем. Спасибо за то, что вы согласились с нами посотрудничать. И если вы не против, мы с Николаем немного побеседуем. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Это прекрасно. Без сомнений прекрасно. Удивительные метаморфозы происходят все-таки в жизни. Я мечтал, что когда-нибудь мы сможем исполнить произведения, записать произведения осетинских композиторов, увековечить, может быть, их как-то, потому что часто бывает так, что хочется что-то послушать, найти из того, что было наследие 50-х, 60-х, я уже не говорю 70-х, 80-х, даже этого нету. Все сжигалось, потому что нужно было добыть серебро, потому что тогда кинопленка была, нужно было серебро. А об истории музыкальной культуры и вообще культуры, наверное, не очень-то заботились. Сейчас молодежь явно не будет знать, но мы-то знаем о том, что у вас не один год за плечами работы в северо-осетинском телевидении. Вы были как луч света, рассказывав и знакомя людей с тем, что происходит не только в Осетии, может быть, в России, но и во всем мире. Это было так удивительно и так ново. Мы будем уже говорить о том, что первая запись 1971 года, музыкальная школа. Учитывая все, что с вами произошло, вашу школу, ваше направление, чем вы занимаетесь, вы представляете, какую радость вы несете людям? Это так удивительно. Вы так наполнили светом нашу студию, это невозможно передать. Я вам скажу больше, что с возникновением этой студии появился стимул для большей пропаганды того, что мы имеем. А имеем мы довольно очень хороший запас, очень прочный запас культурного наследия, которым мы должны обязательно. И вот при помощи вашей студии, я думаю, это особенно важно. Мы с вами говорили о том, что наши встречи, она не единственная, их будет несколько, и это в своем роде будет антология осетинской эстрады. Совершенно верно. Сегодня наша первая встреча, и что могут наши зрители услышать, с чем они познакомятся? Для первого знакомства, нашего телевизионного знакомства, я выбрал несколько произведений разных авторов и разных жанров и разных немножко эпох, даже можно сказать, эстрадных. Эстрадное искусство очень молодое, в принципе, с появлением джаза в начале 20 века, постепенное развитие. Поп-музыка появляется в конце 50-х, начале 60-х годов. Советская эстрада, которой мы были так богаты, она развивалась в 60-е, 70-е годы. Ее заменили вокально-инструментальные ансамбли в конце 70-х, в начале 80-х. Потом это превратилось в рок-группы. Ну, а сегодня огромное море свободных артистов, групп, всевозможных ансамблей, вокальных ансамблей, инструментальных ансамблей. Музыка очень многогранна. И поэтому забавно было то, что мы можем показать разные сферы. Вот развивалась музыка в мире, в России, в Осетии. Вот каким периодом соответствовало что? Стилистическим приемам, которые использовались в 60-е, в 70-е годы, элементы джаза, элементы рок-музыки, элементы, будем говорить, бытовой осетинской песни. Народной, да, встречаются. Да, ну а как же? Как без этого? И самое важное, что вся эта музыка, которую мы будем представлять на протяжении наших передач, наших встреч, она будет была сочинена композиторами
нашей республики и замечательной республики Южная Осетия. Ну, И я не разделяю, да, мы не разделяем это, поэтому мы исполняем с удовольствием музыку, лишь бы не только потому, что это написал осетин, но главное, пусть он будет не осетин, но он живет в Осетии и творит здесь, значит, он пропитан тем менталитетом, той культурой, этносом, вот, духом этноса, в котором он живет. Вот ярким представителем таким является народный артист нашей республики Евгений Воложанин. Вот парень из казахской степи, очень далекой, где-то воспитывался, приехал, поступил в училище, но настолько он пропитался духом Осетии, что его песни считаются народными. Считаются народными. Ну что, какое может быть еще большее признание? Как говорил Чайковский, самое лучшее признание, если будут считать твою музыку народной. Это самое высшее, что может быть достижением. Но мы будем представлять, конечно, эстрадный жанр, и будем представлять его с позиции, может быть, не только того временного пласта, когда они были написаны, но где-то иногда с позиции, как мы сегодня хотели бы слышать эту музыку, как мы ее сегодня чувствуем. Потому что жить вчерашним днем – это несколько этнографическое занятие и историографическое. А мы все-таки сегодня в 21 веке, и мы должны с нашей аудиторией, которая уже активно включается в жизнь именно в 21 веке, я имею в виду нашу молодежь, мы должны с ними разговаривать на том языке, который будет им понятен, а если не понятен, то что-то рассказывать. Удивительно, ваше детище, эстрадный оркестр, ваше детище и нынче колледж искусств Владикавказский имени Валерия Абисаловича Гергиева, отделение эстрада джазовое. Со временем меняется восприятие человека и само отношение, да, вот к определенным вещам, может быть, к своей любви. Вот в каких-то из бесед вы сравнили, например, джаз с черной икрой. Там. Ну вот эпитетов много бывает. Вот с начала до сегодняшнего дня ваше отношение к этому меняется? Никогда не бывает так, что ты остаешься только с одним мнением на всю жизнь. Я утвердил, что это серое, и все остальные цвета – это только оттенки серого. Нет, я готов воспринимать, если ты мне доказал, что это все-таки не очень серый, а это все-таки розовый цвет, я готов посмотреть твоими глазами и готов изменить свою точку зрения. Безусловно, каждая эпоха привносит что-то свое. И в данном случае я трансформирую свое понимание этой музыки со временем. Я сегодня слушаю те же старые пластинки джазовые, но слушаю их по-другому. Я вот как, знаете, как архитектор, старый такой архитектор, вот он смотрит на здание и видит контуры, все построено, как там балконы, как сделан карниз, а в уме у него, ага, кирпич вот из такой марки глины сделал, а вот раствор вот такой, так, а фундамент, наверное, 4 метра, так, наверное, это, чтобы делать, это масса такая. В уме просчитывать мелочевку, из чего, что сделано, как. Вот я тоже со временем, наверное, научился смотреть на ту музыку, которую слушал 40 лет назад, до кирпича, уже зная всю структуру. И тем интереснее мне каждый раз бывает открывать, из чего состоит кирпич. Но мне кажется, это касается только классической музыки или не только? Нет. Как и в литературе. Это касается любого вида искусства. Возьмем живопись, например. Если смотреть на любое живописное полотно юноши в 15 лет, ты можешь без объяснения, а художник редко когда может объяснить свою картину, они не светочи языковой культуры, а они образами мыслят. В 15 лет ты посмотрел, если тебе не рассказали, о чем эта картина, ты, в принципе, посмотрел, ну, понятно, упал на колени Иван Грозный, убил сына. Очень забавная картина. У нас в школе висела прямо в фойе.
Мы все время показывали, и разные анекдоты про это сочиняли. Через 20 лет, глядя на это полотно, я пришел в ужас от того, что я увидел. Я увидел это безумный взгляд, это полное отчаяние в глазах царя Ивана IV. А сейчас я смотрю на это уже как... Да, это просто картина, это историческая нелепость. Не было этого, когда знаешь уже историю. Знаешь, что историю не переписали, ее написали. Но написали так выразительно. И это с годами по-разному понимаешь. Точно так же и музыка. Слушая сегодня, допустим, записи, была такая прекрасная певица, мне очень нравилась, Рафаэлла Карра, итальянская певица, с прекрасными итальянскими песнями, очень мелодичными, с удивительным тембром голоса. Она посверкала лет 5, наверное, может, 10 на эстраде. Она растворилась в мире музыки. Но иногда я достаю пластинку и такой: Рафаэлла Карра. И что-то в сердце: ой, я ж... И та-та-та-та-та. Ставлю пластинку. Да здорово, почему мы не поем эту музыку? Но каверы делать как-то уже не очень хочется. Хочется... Но если бы эту песню Хаханов написал, вы бы сделали кавер? Безусловно. Вот и все. Самое главное. Николай, вы сами пишете около 50, даже больше лет музыку, историю музыки. Ну и не только историю, но и саму музыку. Вы очень талантливый композитор. Этому свидетельство ваши произведения и для струнных, и концерт для фортепиано с оркестром, и есть симфонические вещи, эстрадные вещи. Это все понятно. Но вот, например, мы говорим об истории, да, музыки. Мы немножко обозначили тему нашего сегодняшнего концерта, нашей встречи, что мы услышим. У нас не очень много времени, но тем не менее очень хочется спросить. Мне все время вас хотелось спросить. Вот в вашей жизни присутствовали такие глыбы, такие фамилии, как Грейм, Брискин, ну и не только, их было очень много. Вот сегодня мы идем, вступили в новый век. Эти фамилии, эти глыбы переходят во что-то другое или уже все мельчает? Для нас, нашего поколения, кто учился у них, у Целины Цезаревны Грейм, Людмилы Федоровны Саблиной, ну, конечно, у Заремы Андреевны Лулаевой, это были непререкаемые абсолютно авторитеты, и они по сей день для нас остались вот этим великим фундаментом духовной культуры для нашей республики. Анатолий Аркадьевич Брискин вообще создатель уникального явления, чтобы в училище музыкальном был открыт класс симфонического дирижирования, и этому уделялось очень серьезное внимание. Это великий прорыв руководства нашей республики. Тогда Султан Евгеньевич Ужегов возглавлял Министерство культуры. И это было великое провидение открыть такой факультет. Позже кто подхватил? Подхватил Тамерлан Тутурбекович Хосроев и воспитал целую плеяду молодых, красивых, одаренных музыкантов, дирижеров симфонического оркестра. Значит, не зря был вот этот фундамент, значит, не зря был их творческий труд наших преподавателей. И сегодня это передается в учениках. Марина Павловна Кюраглы, замечательный преподаватель, который блестяще передает те знания, которые она получила в те годы. Мы все однокашники. И Марина Кюраглы, Валера Гергиев, Вагаршах Хачатурян, безвременно рано ушедший. Мы все, Наташа Икаева, профессор, прекрасный музыкант, ее учащиеся ездят на международные конкурсы по всей Европе. Недавно она приезжала в Осетию, мы встретились, вспоминали нашу юность, наше детство. А мы с первого класса вместе. С Валерой мы с первого класса играем в футбол вместе с Валерой Гергиевым. Потом в шахматы начали играть. Да, как-то меняются пристрастия. Видимо, классическая музыка наталкивала на какие-то другие размышления. А потом еще
еще и Битлы были, там много что было, историй много. Было. Николай Александрович, мы бы хотели, чтобы вот наша вот эта площадка, эта передача «Наше небесное зеркало» стала площадкой в определенном смысле, которая транслирует вот это все культурное и интересное. Нашу следующую встречу, у нас очень много вопросов, мы бы хотели побольше узнать о вашей деятельности, рассказать людям, почему бы и нет. И, может быть, детально о каких-то песнях или такие интересные истории у этих песен. Да. У каждой песни есть своя история. Оркестр носит имя Кима Суанова. Мы бы хотели услышать вот буквально несколько комментариев, связанных с этим. Без комментариев, как говорится, потому что оркестр был у меня ученический, студенческий оркестр в училище искусств, состоящий из педагогов и студентов училища. С 1979 года мы набирали обороты, ездили на фестивали, даже выступали на конкурсах. Но это был учебный оркестр, ничего более. Но с появлением в нашей жизни Кима Суанова, мы когда сыграли ему 50-летний концерт, я подготовил партитуры, мы подготовили. Он увидел, что без такого оркестра он уже просто не сможет жить. Он сделал все возможное. Его авторитет, его любовь к музыке, любовь народа к нему, любовь правительства к нему. То есть, как он говорил, ну, я захожу к премьер-министру, он говорит, о, Ким и хочет, и не знает моего отчества. Он говорит, он его по имени отчеству назвал, говорит, для вас я Ким, если я буду по отчеству, тогда я уже не буду Кимом Суановым. Вот такой он был простой человек, но далеко не простой в делах. Он решил глобальный вопрос. Самое тяжелое время для нашей республики, очень тяжелое, 92-й год, это, вы знаете, что у нас происходило. И чтобы правительство пошло на беспрецедентный шаг, не на пушки направить финансирование, не на вооружение, а на мирное небо, на созидание, на создание государственного национального эстрадного оркестра. И тут роль Кима просто невозможно оценить, она бесценна. Даже слов нет. Уважаемые друзья, мы, наверное, перейдем к нашей уже концертной программе. Буквально после рекламной паузы увидим, услышим Северо-Осетинский государственный национальный эстрадный оркестр имени Кима Суанова, художественный руководитель, дирижер, маэстро Николай Кобоев.
Прощайте, горы, скоро расставание. Над нами взыбкая звезда, и никаким на свете расстояния мою любовь гора не удержать. Прощайте же, не поминайте лихо, у насыпи деревья стали в ряд, и вы глядите вслед с печальным ликом, как старые родители глядят. Мне навстречу реки в талых водах, мне навстречу чьи-то города. Над вами я летал на самолетах, но выше вас я не был никогда. Немало добрых стран на белом свете, в любом краю я находил друзей. И горы есть, но нет других осетий, как нет других на свете матерей. Я слышу в беспокойном вашем сердце, мне каждый звук рассказывал про то, живут и гневы мужества в соседстве с великой беспредельной добротой. Меня дарили вы своей улыбкой, но с чем чем сравнится вашей красоте? Простите, горы, если был я хуже, я рядом с вами сердцем быть хотел. Немало добрых стран на белом свете, в любом краю я находил друзей. И горы есть, но нет других осетий, как нет других на свете.
собрались к югу журавли, а дожди косые бродят рядом где-то, и придем по парку мы одни. Осень, подожди немного. Осень, ты меня пойми. Было сказано
вишу закат маш, а вишу закат маш, а вишу закат маш. Dinag shaldi Иртхалаша хурса что-то Важалутся в шалджар де глади Диди ногой комната входа Папа нашла
я жарда Вашал митка и даров титангаш Вашла балга жон чижгая дуанта Шау закутал уж халашарта